Итак, мы начинаем КВН. Новая Абхазская лига КВН-наставничества собрала два поколения КВНщиков – молодых ребят, смело ворвавшихся в новую эпоху КВН, и опытных артистов из популярной команды «Нарты из Абхазии». Четверо из них – Руслан Шакая, Алхас Манаргия, Роланд Бганба и Михаил Гагуля – выступили в роли будущих наставников для новых команд. Прошедшие первый этап команды распределялись между ними, чтобы далее под их крылом продолжить свое участие в КВН. Я искренне хочу сказать слова благодарности людям, которые изо дня в день работают, будут работать для того, чтобы данный проект имел хорошее будущее. Это глыбы абхазского юмора. Не побоюсь этого слова. Молодые КВНщики представили разнообразие команд из различных уголков республики. Открыли выступление Чарирама из города-героя Гудаута. За ними последовали ребята команды Тхуарчал-Сити. Из Гагры приехала команда «Жертвы юмора», а Гулрыбский район был представлен командой «Почти горожане». Абхазский государственный университет выставил сразу две команды – «Неустановленные лица» и команда под названием «А зачем?». Команда с интересным названием «300 беспаспортанцев» представила ГАЛ. Завершили выступление Буэнос-Айрес и Зачемчиры. Удачи в следующей игре, упорства, трудолюбия, целеустремленности, и у вас все получится. Тимур, еще раз спасибо. За доставленное удовольствие. Каждой команде было предоставлено до 15 минут для выступления, в течение которых они показали свои умения и выложились на полную. В этом им помогли Тимур Таня и Роланд Бганба, которые ранее уже провели мастер-классы по всей стране, обучая молодежь искусству выступления в КВН, актерскому мастерству, драматургии и сценарной речи. Перед выступлением каждая команда прошла генеральную репетицию, в ходе которой все номера были тщательно отредактированы. Мы их собирали, мы их готовили, мы им помогали, мы их обучали. Поэтому я в этом плане, все равно, несмотря на то, что мы видели, знали об этом материале, редактировали его, создавали его вместе с ребятами. После выступления всех команд жюри в составе Тараса Хагба, Анри Гумба, Саида Хашпа, Михаила Цкуа и Тимура Квипевскири выставили свои оценки. По правилам, команда с наивысшим баллом получила право самостоятельно выбрать себе наставника, а команда с наименьшим количеством баллов выбывала из турнира. Лучшие команды 300 беспаспортанцев и Буэнос-Айрес выбрали свои наставники Роланда Бганба и Руслана Шакая соответственно. Итак, команда из города Героя Гудаута Чарирама 4,6 балла. Чарирама 4,6. Да. Команда из города Героя Тхуарчал 4,4 балла. Что касается претендентов на выбывание, то ими стали сразу две команды из Гагры и Агу, которые набрали по 3,4 балла. Однако жюри приняло решение оставить их в составе лиги и предоставить возможность проявить себя в следующей игре. Конечно, сказать, у меня были эмоциональные качели, когда сказали то, что выбывают две команды, и одна из них это были мы. Вся команда уже поникла, но когда все-таки решение судей поменяли, мы попали к Михаилу Гагулю, в принципе, как мы и хотели, как мы и планировали, команда очень сильно обрадовалась и появился стимул работать дальше. По итогам первой отборочной игры Алхас Манаргия стал наставником команд Тхуарчал-Сити и Неустановленные лица. Михаил Гагуля – команд Чарирама «А зачем?». Руслан Шакая будет наставлять команды Буэнос-Айрес и «Жертвы юмора». Роланд Бганба – 300 беспаспортанцев и команду «Почти горожане». Хочу сказать спасибо за поддержку Госкомитет по делам молодежи и спорта Гальского района, главе администрации Гальского района, за поддержку, за финансовую поддержку и моральную поддержку тоже. Спасибо большое им. И надеюсь, мы тоже оправдали их ожидания и в дальнейшем тоже будем работать. Зрительский зал принял новые команды с энтузиазмом. Особенно им запомнился самый молодой и харизматичный участник всей лиги – 11-летний Нестор Чавчавадзе, который также знаменит в социальных сетях своим чтением стихотворений. Мы готовились где-то неделю, даже меньше недели. Когда я вышел на сцену, у меня было такое ощущение, будто никого нету. Я настолько не переживал, думал, что никого нету в голове и все. У меня был на это опыт, я уже снимал свои кадры, стихи, наверное, вы наслышаны.
Сезон включает 5 этапов: стартовую игру, 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинал и финал. Зрителей ждет интересная и захватывающая борьба юных КВНщиков и их наставников. Ирина Богателя, Даниил Ханагуа, Абхазское телевидение.